Испытано на себе. Мы рады вас приветствовать на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сейчас за моей спиной лежат, я думаю, что те, кто постоянно бывает на реке, ну или вообще хоть раз был на реке, то знает, что это. Это буи. И сегодня мы в том числе узнаем, как они производятся, причем производятся они у нас в городе Якутске. Давайте познакомимся. Леонид, приветствую. Руслан. Леонид, расскажите про ваше производство и чем занимается ваш цех. Так, мы находимся сейчас Якутский район водных путей и судоходства. Наш цех называется «Участок по производству обстановочного инвентаря и плавсредств из ПНД, полиэтилен низкого давления». Занимаемся изготовлением навигационных знаков второго типа, четвертого типа и также речных вех. А также в этом году, как опытный образец, мы создаем понтонные причалы. Угу. Вот он, давайте подойдем поближе. Это уже готовое изделие. Да. Это одна секция понтонного причала. В частности, мы его изготавливаем для наших судов, в частности, для «Метеора». Угу. И я так понимаю, что так как сегодня у нас тема полиэтилен низкого давления, то, соответственно, вот эта часть, которая сделана из пластика, сегодня мы будем ее изготавливать. Да, сегодня мы изготовим вот таких два модуля. Угу. Угу. Как сам, вкратце процесс для телезрителей, чтобы они имели представление, как происходит? Сама технология заключается в чем? Сначала создается матрица, сама ротоформа. Мы тоже ее изготавливаем. Нарезаются отдельные листы, детали у нас на ЧПУ станках. Потом это все собирается, сваривается нашими сварщиками. Потом внутреннюю часть мы обмазываем специальной смазкой. Там некий абразив, чтобы, получается, не приставал вот этот расплавленный пластик к металлу. Угу. Изготавливаются кронштейны под роторную установку. Засыпается внутрь матрицы порошок, такой, типа, как мука, очень мелкий абразив. Загоняется в печь, собирается матрица, загоняется в печь. Там происходит процедура выплавки в течение часа примерно где-то. В среднем час. Потом по истечению часа мы выкатываем эту форму, устанавливаем под вентиляторы для охлаждения. И тоже где-то примерно час-полтора охлаждается. И в момент именно остывания вот этот расплавленный порошок внутри, он растекается равномерно по всей ротоформе внутренней. И создается Вот это изделие, да, получается. изделие. Ага. Возможно, может быть, некоторые детали наши зрители, может, не уловили, но на то у нас и передача «Испытано на себе», то, что мы сегодня вместе с вами испытаем на себе производство вот таких подобных деталей, которые затем уже помогают жителям Якутии, да, соответственно, ожидать метеор, да, то есть, и пользоваться водным транспортом. Давайте начнем. Испытано на себе. Мы сейчас уже находимся непосредственно в воротах цеха, с ним мы поподробнее познакомимся. Ну а пока материал, да, из которого изготавливается изделие. Леонид, как он называется? Я вижу как будто стиральный порошок. Да, это называется ротационный полиэтилен. Угу. Он как раз предназначен для низкого давления. Как раз именно для ротоформирования. То есть мы его несем уже непосредственно к печи. Угу. Ого! Вот это все эта печь. Да. Да, друзья, смотрите, это, можно сказать, как ротационная печь, правильно? Ротационная установка. Ротационная установка. То есть я так понимаю, что там что-то горит и что-то крутится, да? Да. Так. Мешок, кстати, не такой тяжелый. 20 килограмм. Да, килограмм 20. Так, и здесь у нас уже есть остальные мешки. Глядя вообще на ту продукцию, которую производит, да, ваш цех, я так понимаю, что гораздо выгоднее делать ее здесь, чем вести такие, большие, те же буи, да, допустим, откуда-то с материка там, и так далее. Из других регионов, получается, дороже выходит, потому что вся логистика у нас транспортная, у нас сложная. Да, очень сложная.
Да, ну я думаю, что ладно, это посылки, да, с маркетплейсов, это одно, там бесплатная доставка, она все равно включена. Вы представьте такую вещь, да, одну привезти, она сама стоит, да, и плюс еще за ней габарит. Да. Так, что делаем дальше? Так, сейчас этот порошок засыпаем в матрицу. Ага, прямо сыпем туда? Да, прямо туда засыпаем. Ага. Так, ничего сложного, там никаких нюансов. На один модуль, получается, идет 1,5 мешка. 1,5 мешка. Так, этот один мешок целый, Да, да? целиком. Прямо сюда сыплю, да? Да. Так. Такое ощущение, как будто загружаю огромную стиральную машинку. Так. Сейчас. Все. Так, и еще половинку. Половина еще. Так, может ее чуть повернуть или нормально? Не высыпется? Ближе к центру засыпаешь, сюда, нормально. Главное, чтобы он равномерно, ага. Вот так. Так. Ну все, вроде до последней щепотки. Для последней крошки. До последней кружки. Так, Все, теперь отдеваем крышку. крышка, это вот эта крышка огромная, да? Угу. Другая. Так, я бы сказал, это... Уберите за ручку. Да, рука. Ага. Хорошая крышка. Это какой металл? Металл тройка. Тройка. Так, насадил, ага. Все, Живем? пускай. И теперь таким же макаром болты каждый закручиваем, Так. болтики Закручиваем болтики. с гаечками, да. Не менее тяжелые банка. И Без шайб, да? Просто. Без, ага. Так, ключ есть. Через одну, да? через одну, ага. Так, пока наживлю, наверное. Сколько примерно здесь болтов? На одном около, ну, так если так на взгляд взять, ну, примерно 40. 40, да? 50 на Около одном, 40. наверное, и- Гайковерт. Затяжка как? Нормально, да? Да. Ключик. Так, Теперь сейчас... вот это выравниваем туда, на ту сторону, наоборот. Во-во-во. Так. Топ, 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 топ. Да, выровняем. Ага. Так, сюда, сюда. Во-во-во. Так, пульт вроде простой, но тут чуть не случайно, чуть не накосячил. Все, нормально, да? Выключаю. Вперед. Прикол большой. Все понятно, по идее? Нет, я просто кнопку нажал, думал, она в одном, как на одной скорости пойдет, а она, оказывается, еще ускоряется, еще и инерция есть. Да, у них есть там Поэтому- этот. Так, сейчас вторую форму засыпаю также. Так, ну что, Ключ. ключ на старт. Прямо как будто запуск в советских военных фильмах. Так, теперь Запуск шаттла. стрелочка, запуск шаттла.
Так, поехала. Что, друзья, сейчас вы видите, как загружается наша форма, заезжает в печь. Скоро здесь будет очень жарко. До скольки градусов доходит температура? 250. 250 градусов. Так что наш оператор, к сожалению, не сможет показать все изнутри. Ага, так, смотрю. Вот так, да? Угу. Ага. Так, я захожу в печку. Все, понял. Как надо закрыть щели, да? Да, Ага. это чтобы... Все 4 Вот. Нахлёст, да? Ну, вот как первое стоит. Ага. Вот так вот. Все. Закрываем ворота. Подождите, я сейчас выйду. Положение готов. О, какая дверь мощная. До конца готов. Она сама становится? Да. Все, до упора. Остановилась. Серьезная дверь. Вот так. Так, ну а теперь у нас сейчас будет процесс поджига, да? Да. То есть сейчас к этому моменту мы засыпали полиэтилен, ну, пластик, форму, да, специальную матрицу. Затем закрыли матрицу на болты и задвинули в печь. Сейчас были закрыты двери. И следующий процесс достаточно длительный. При температуре 250 градусов вот эти формы будут запекаться в течение полутора, по-моему, да? Час, около часа. Вот. И через час мы, соответственно, уже вытащим ее на остывание. Ну а на этом этапе давайте посмотрим, как происходит поджиг печи. Такой огромный, не знаю, сколько здесь кубов. Очень большая. Это где-то метра 3, да? 3 на 3. 3 на 3. 3 на 3 – это 9. А еще высота. Ну, по математике у меня было не очень. Ладно, это вырежете. Друзья, вы могли подумать, что это какая-то редкая Lamborghini, которая находится у нас в Якутске, но нет. Что это такое? Почему это Lamborghini? Это итальянская горелка фирмы Lamborghini. Работает на дистопливе. Вот она как раз-таки нагнетает основную температуру. Ага. Вот. Также у нас там находится ротационный вентилятор, который вот нагнетает всю эту температуру и разгоняет по всей камере. Равномерно. Равномерно, да, чтобы во всей камере было 250 градусов. Ну, если так грубо говоря сказать, это как вот есть же на кухнях, как называется? Духовой шкаф. Духовой шкаф с конвекцией. Да, да. То же самое. Но видите, как Lamborghini. Еще и написано что-то Калифорния. Не, калории клима. Что бы это ни значило. Вот такая форсунка. Так, ну давайте сейчас мы ее зажгем. Так, ну это у нас пульт управления горелкой непосредственно. Так, Руслан, наверное, сам, наверное, Так, ключ на старт. В эту сторону? Да. В эту? Вот сюда, да? Угу, по часовой. Угу. Так. Запускаем вентилятор горелки. Это ротационный вентилятор, который нагнетает по всей камере Вправо, да? равномерно. Угу. Так, сейчас услышим характерный звук. Да. Все, вентилятор загорелся. И включаем саму горелку. Прям нажимаю все, да? Да. Все. Все. Идем на ту сторону. Надо. Ну. Сейчас тут видно будет, как горелка запустилась. Огонь уже идет, да? Сейчас появится. Вот в этом смотровом окошке, да, должен появиться огонь.
пошло. Прямо почувствовал удар такой. Круто. Вот так вот жарить ламборгини. Пока запекаются наши формы, сейчас во дворе я увидел еще некоторые изделия, да, Леонид, можете поподробнее рассказать? Ну, про вот эти буи мы знаем, да, вот это правый берег, это левый берег, да, соответственно, по реке. Но тут есть еще, вот смотрите, как разноцветные красивые емкости, тоже их изготавливаете? Да, помимо навигационных знаков мы еще и изготавливаем емкости разного объема. Вот у нас тут есть матрицы, Угу. тоже под разный объем. Бочки, емкости, так называемые слоники. Тут, кстати, даже видно, вот, например, вот эти, как... Это все в матрице пропечатывается, да? Вот так? Да. 1250 литров. Вот эти матрицы, они заводские. Поэтому вот они как бы более... И мало того, что они сделаны как бы более качественно, так скажем, да, они еще и покрыты внутри тефлоновым слоем. Прям как Да, сковородки. да, прямо как сковородки. Их обмазывать ничем не надо, они прямо готовые уже. Прямо. Туда ничего не прилипает. Ну, надо сказать, такой серьезный здесь толщина, да? Такой, можно сказать, Толщина где-то сантиметр. сантиметр пластика. И это, например, где-то 1,5 куба, да? Так, вот это вот куб 350 у нас идет объем. 350. Вот эти по 2 куба, Угу. вот это 3. Ну, это уже для судов, да? Тоже для речников. Да, под чистую воду. Так, ну, что касается матрицы, получается, это вот заводские, то есть, если те матрицы вы сами изготавливали, то это уже готовые, да? Ага. Прямо под емкость. Они готовы, и вот еще раз повторюсь, что они каждая обмазана внутри тефлоновым слоем. Где-нибудь внутрь можно заглянуть? Нет, все закрыты, да? Вот это вот матрица для мусорных баков. Она Вот идет это? сразу с крышкой, да. Это крышка от него, вот сам мусорный бак. Вот как у американцев, видишь, вот с этими, с колесиками. Ну. Вот. То есть можно изготавливать прям мусорные баки. Да? У нас Из это в пластика. планах, просто сейчас пока Все в у нас, процессе, да? у нас еще идет период навигации, поэтому у нас пока Мгм. планы только навигационные знаки. Да. В целом. А так получается, что пластик привозится в мешках, то есть он так объемом гораздо меньше, и здесь уже можно крупногабаритные продукцию, крупногабаритные изделия, да, изготавливать. Да? Испытано на себе. Итак, по прошествии часа наши формы уже запеклись, и сейчас, Леонид, что мы должны сделать? Сейчас мы открываем створы, выкатываем ротоформу Так. из печи. Это я могу сделать, да, тоже? Да, и Такие большие ворота. Так, надо отметить, что здесь очень-очень жарко, поэтому, Леонид, что сейчас делаем? так, ключ на старт. Ключ на старт. Против часовой, да? Сюда? Да. И? И кнопку на выкатывание. Всё, сейчас мы выкатываем ее из печи, и будет происходить процедура охлаждения формы. Стоп. Нажимаем? Сейчас, подожди, секунду. Вот где-то она центруется где-то вот с вентилятором. Ага. Не может. Смотри. Нажимаю, да? Немножко. Все. Стоп. Все. Ну, как видите, друзья, специальный ротор крутит формы постоянно, да, то есть идет вращение, чтобы равномерно охладиться. И причем я заметил, что оно не в одну сторону крутится, да? Да. И как бы меняет свое положение. Да, у нее есть определенное время. 5 минут она крутится в одну сторону, потом срабатывает там датчик, и он меняет направление. Это чтобы вот именно распределялся. Вот этот, сейчас внутри находится жидкий пластик, и он растекается равномерно по форме. Именно в этот момент формируется
этот модуль. Ну, на самом деле такой процесс, видно, что он не быстрый, да? Вот за одну смену сколько делается изделий? За одну смену вот два изделия делается. За одну смену 2 изделия. Сейчас формы находятся здесь, они очень горячие, и для этого есть специальное охлаждение, и нам нужно еще подождать около Ну, час-полтора. полтора часа, чтобы они остыли. Так, ну для вас это секунды, для нас это 1,5 часа. Испытано на себе. Ну, у нас формы остыли. Прошло час 20. Мы сейчас останавливаем вращение и начинаем разборку матрицы. Так, ну я уже как мастеру по кнопкам нажимаю стоп, да? Так, а ротор у нас... Это не совсем удобное положение, да? Нет, не совсем. Так. Надо немножко выпрямить. Вот это большая ось по часовой и против часовой. Ага. Так, большая ось, нам надо против часовой немного, да? О, такая. И Малая ось. это... в другую сторону. Так, выставляем в правильное положение. Так, нормально? Ага. Так, это для удобства разборки, да? Такой угол, ага, примерно. Чтобы нам проще было разбирать ее. Потому что мы ее не снимаем, мы прямо разбираем прямо на месте. Так, ну я надеюсь, что формы уже остыли. Да? Можно приступать. Так, это мне, да? Да, это вам. Какой-то принцип есть или Нет. как подряд, да? Так, сюда можно наступать, да? Так. Так. Он, видимо, в печи еще прихватывается, да? Вот. За счет температуры металл играет. Ну. О, как будто подзастряло, да? Так, но сейчас, друзья, обратите внимание, какая разница в скорости, когда это делают мастера. Да. Ну, во-первых, их двое, да? Опа. Она нелегкая, да, она? Наш, это получается плавучий модуль для причала. Он уже готов. И сейчас мы будем его вытаскивать. Да. Чем-то могу помочь? Да. Подержать? Вот тут взять. Какую Так, туда немножко. Так, не может не подлезть, ага. Держи, Арам.
Давай переверни. Все, ну почти вышло. Почти вышло. Низ-то не выше. Сейчас выйдет. Опа! Готово. Идем с Арамом. Куда идем? Туда. Туда? Арамчик, иди. Показывай, где у нас они ложатся. Оп. Ну что, еще одна готовая деталь, которая будет использоваться на... ну, это понтон, можно сказать, да? Да. Понтон. Получишь понтон. Ну, как видите, это вообще пользуется, да, спросом. Да, это для лодочных станций. Вот в нашем сейчас предприятии тоже это сейчас востребовано. Это вот для Ну да. причаливания лодок и катеров по типу метеора или восхода. Ну, а мы пойдем сейчас возьмем второй, принесем. Тут принцип такой же. Еще один остался. Один остался. Дима. Дима один. Да, сюда. Только сколько весит примерно? Аккуратно. Так тяжело. Тяжелый, да? О, подождите. За ручку держись. Да. Да, на себя теперь. Давай, давай. Сюда. Ложу. Разворачиваем, да? Пойдем. Не, вот так. Давай. Таким же макаром. Вот. Все. Держи там. Хорошенько Так. держи. Да, попробую. Ну, давай. Поглубже туда, топ оторвать. Но это не просто. Переверни. Да? Там есть такой специальный... Захват. Да? Вышло же уже, давай, братан. Че? И... Так, есть. Да. Никакого спортзала не надо, да? Физически, да, физически работа такая. Вертеть, Требует. крутить. Физики маленько. Усилий прилагается. Так. Не просто гайки крутить. Так, ну что, друзья, еще один готовый модуль идет на склад. Ну и хотелось бы Леонида поблагодарить. Леонид, большое вам спасибо за... Ну, действительно, как бы так думаешь, да, в целом
можно купить, да, где-то, но это обходится дороже, а можно делать самому. Да? И как показывает практика, это гораздо лучше. То есть вы можете, в принципе, здесь на производстве делать и, ну, все, что вам требуется. Все, что угодно, да. Потому что матрицы мы сами изготавливаем. Все полностью процесс от нуля и до готовой продукции. Ну, я думаю, что жителей, да, поселков, которые находятся на реке, уже знакомы с этой продукцией. И вот она производится прямо здесь, в городе Якутске, в этом цехе. Ну, а это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Видите, я как уже прямо сегодня промок. Это значит, что выпуск удался. До новых встреч. Пока. Испытано на себе.